Обзор экономических спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 63 копейки, евро 70 рублей 91 копейка. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 63 рубля 63 копейки, продает Россельхозбанк за 64 рубля. По евро в покупке лидирует Восточный банк, это 70 рублей 83 копейки, и продает выгоднее всего также Восточный банк 71 рубль 25 копеек. Семьи с детьми смогут покупать жилье по программе льготной ипотеки на вторичном рынке, а не только в новостройках. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а с чем связано такое решение? Кристина, дело в том, что в ряде регионов нашей страны возведение нового жилья идет крайне низкими темпами, и там программа льготной ипотеки не работает, потому что жилья в новостройках всем попросту не хватает. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Семьям с детьми могут разрешить покупать жилье по программе льготной ипотеки на вторичном рынке. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение рассмотреть возможности ее расширения. Сейчас она распространяется только на новостройки, но в некоторых регионах нового жилья возводится мало, программа там практически не работает. Общее кассовое исполнение по проекту не превышает 8%, отметил Дмитрий Медведев. В рамках программы семейной ипотеки государство субсидирует банкам часть ставки, чтобы семьи с детьми могли получать кредит по ставке 6% годовых. Максимальная сумма ипотеки ограничена 12 миллионами рублей для Москвы. Для других регионов верхний предел 6 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос 20%. Заемщик и родившийся ребенок должны быть гражданами России. При этом заемщиком должен быть родитель ребенка. Для созаемщиков никаких ограничений нет. Покупка жилья возможна по договору долевого участия, то есть когда дом, где приобретается недвижимость, еще не сдан, либо по договору купли-продажи в случае с готовым жильем. Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 миллионов рублей господдержки, 14 в прокате собрали меньше этой суммы. Чиновники называют долю провалов в прокате системной проблемой. Также отмечается существующая проблема с качеством сценариев и команд. И отмечается, что фонд кино отныне будет отказывать в помощи спорным проектам. Лучше мы не потратим часть бюджета, сказали в фонде. Минкультура и фонд кино выделяют на новые фильмы больше 5 миллиардов рублей в год. Министерство помогает дебютным и авторским проектам, фонд лентам для массовой аудитории. Фонд выдает часть денег в виде беспроцентного кредита на условиях их полного возврата. Такие решения принимаются индивидуально для каждого случая по рекомендациям экспертов от индустрии. Государство имеет право закрыть не больше 75% производственного бюджета картины. Фонд кино обычно финансирует 60-70% расходов продюсеров. Минэнерго, Минфин и Минвостокразвития согласовали свои позиции по льготам для проектов топливно-энергетического комплекса в Арктике. Об этом рассказал министр энергетики Александр Новак. Он пояснил, что предложения ведомств объединены в 5 законопроектов. Они касаются льгот по новым месторождениям для проектов по добыче сжиженного природного газа и добычи на шельфе, а также снижение налога на добычу полезных ископаемых. В настоящее время эти инициативы обсуждаются правительством. В Минэнерго отметили, что развитие Арктики является приоритетным направлением. Для реализации проектов по разработке месторождений и привлечения средств необходимы адекватные условия. Разработанный комплекс льгот будет эффективен с точки зрения бюджета и позволит достичь поставленной цели. Наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. По данным Росстата, в 2018 году среднемесячный доход работника этой отрасли составил 44 тысячи рублей, в то время как в 2013 он был на уровне чуть больше 25. Таким образом, прирост составил 74%. Также зарплаты выросли у россиян, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве. За 5 лет средняя зарплата выросла на 73%, достигнув показателя в 28 100 рублей. У работников сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг зарплаты увеличились на 63%, с 24,5 тысяч до чуть более 40 тысяч рублей. В 1,5 раза поднялась зарплата работников сферы информации и связи и занятых в добыче полезных ископаемых до 68 и 83 тысяч рублей соответственно.
Тем временем премьер-министр Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к серьезной переквалификации в связи с роботизацией труда. По словам главы Кабмина, на сегодняшний день в мире работают порядка 2,5 миллиона роботов. Медведев подчеркнул, что в любом случае нужно готовиться к серьезной переквалификации людей. По его словам, необходимо обучать специалистов, которые способны работать с роботами и технологиями автоматизации. Ранее директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов заявлял, что развитие роботизации в России может привести к тому, что в течение 10 лет будет сокращено до 6 миллионов рабочих мест. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Кристина, ну а свежая актуальная информация из мира экономики в следующих выпусках. Спасибо. Спасибо, Иван. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. Мы продолжаем. 10 лет Северо-Восточному федеральному университету. 21 октября 2009 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал указ о создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном округах. В Якутии было решено основать его на базе Якутского государственного университета. О достижениях за последние 10 лет нам готова рассказать Саргалана Захарова. Здравствуй, Кристина! 2009 год стал отправной точкой для нового этапа развития высшего образования в Якутии. Северо-Восточный федеральный университет сегодня крупнейший на территории республики. За 10 лет работы улучшились показатели по всем направлениям. Так, средний балл ЕГЭ первокурсников увеличился с 53 баллов в 2010 году до 64 в 2019. Во многом рост произошел благодаря повышению нижней границы проходных баллов по основным предметам. В то же время возросло количество и самих студентов – больше 18 тысяч молодых людей. При этом не только из республики, но и других регионов страны. Приезжают учиться и из зарубежья – 300 студентов, представителей 38 стран мира. Сегодня университет готовит квалифицированные кадры в самых разных сферах деятельности. Обучение ведут по 146 направлениям высшего и среднего профессионального образования. За 10 лет количество основных образовательных программ возросло со 123 до 461. Если в 2009 году было всего 2 магистратуры, то сегодня перед студентами стоит выбор из 132 программ. В 9 раз увеличилось и количество направлений дополнительного профессионального образования. По ним ежегодно переподготовку и повышение квалификации проходят порядка 9 тысяч работников предприятий и организаций Дальнего Востока. Северо-Восточный федеральный университет – один из 10 федеральных вузов страны, ориентированных на решение геополитических задач и удовлетворение кадровых потребностей крупных межрегиональных инвестиционных проектов. Так, в учебном заведении готовят по таким наиболее востребованным направлениям, как горные инженеры, геодезисты, теплоэнергетики и теплотехники. В целом в 2 раза больше инженерно-технических направлений, чем это было 9 лет назад. Не остаются без внимания и новые специальности – медицинская физика, генетика, клеточные технологии, клиническая психология. База для ведения научно-практической работы увеличилась в разы. Из всего 38 лабораторий в 2009 году расширили перечень до 247. Из них 36 – это укрупненные научные лаборатории. Преподавательский состав – это порядка 1500 сотрудников, 70% из них имеют ученые степени. А работа по повышению заработной платы – это тоже немаловажный фактор развития университета. На графике видно, что рост довольно внушительный, почти в 4 раза увеличилась заработная плата у преподавателей. Сегодня в среднем она составляет 130 тысяч рублей. Средний заработок профессоров составил на сегодня более 150 тысяч, а у научных работников до 135 тысяч рублей. Улучшается и инфраструктура. События международных масштабов проходят на базе университета. Культурный центр «Сергеляхские огни» не раз становился местом проведения всероссийских и мировых форумов. Помимо этого, в материально-техническую базу входят 40 учебно-лабораторных корпусов, испытательные полигоны, спортивные объекты, места питания и активного отдыха.
Площадь территории университета увеличилась почти в 3 раза. 120 гектаров. На ней расположены объекты общей площадью 295 тысяч квадратных метров. Одной из главных составляющих студгородка является общежитие. На графике можно увидеть, что и здесь произошел внушительный рост с 82 тысяч до 113 тысяч квадратных метров. Больше 7 тысяч иногородних и иностранных студентов сегодня имеют возможность проживать в комфортных условиях в шаговой доступности от учебных корпусов. И это еще не все цифры, которые можно озвучить, подводя предварительные итоги первой десятилетки Северо-Восточного федерального университета. Но даже по ним можно смело заявить, что главный вуз республики теперь может конкурировать как на российском, так и международном уровнях. А главное – готовить на благо страны и республики самых нужных и высококвалифицированных специалистов. У меня на этом все. Кристина. Спасибо, Саргалана, за информацию. Хорошая новость для всех нерюнгринцев. Городская профсоюзная организация работников культуры стала победителем конкурса президентских грантов. Был заявлен проект уникального кинотеатра. Сейчас на прямой связи с нами наша коллега Александра Цыбикова. Саша, здравствуй. Расскажи, в чем его уникальность? Здравствуй, Кристина. Уникальность его заключается в том, что, во-первых, это образовательный 3D-кинотеатр, а во-вторых, он направлен на людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас мы находимся в городской библиотеке. Рядом со мной стоит ведущий библиотекарь, а главный руководитель данного проекта Екатерина Бойко. Екатерина, здравствуйте. Скажите, как давно пришла вам эта идея в голову и сколько времени ушло на создание ее? Здравствуйте. Такая идея родилась еще накануне Нового года, и на ее создание потребовалось почти полгода. На какое количество мест рассчитан кинотеатр? И вот немножечко подробнее расскажите о плане, вот где он, как он будет располагаться. Кинотеатр место. Располагаться он будет в здании городской библиотеки, так как здание соответствует всем условиям, необходимым для этого проекта. В связи с техническими неполадками мы вынуждены прервать связь с Александрой. Мы продолжаем. Полицейские Якутска поймали мужчину, который украл 20-тонный контейнер. Хозяин контейнера оценил пропажу в 80 тысяч рублей. Выяснилось, что вор 34-летний безработный мужчина. Подробнее расскажет мой коллега Юрий Осипов. Юрий, контейнер весит 20 тонн. Как ему удалось украсть такую тяжесть? Да, Кристина, он заранее заприметил этот контейнер, договорился с покупателем, а затем ночью украл его с помощью манипулятора. К моменту задержания вырученные деньги он уже успел потратить. Сейчас в его отношении возбудили уголовное дело. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Нюрбинском районе мужчина предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 37-летний уроженец Анабарского района в июле этого года договорился со своим знакомым, что продаст ему наркотики. Он купил в интернете более 1,5 грамм гашиша, упаковал в коробку вместе с речными камнями и передал водителю маршрутного автобуса. В Нюрбе водитель автобуса передал посылку знакомому обвиняемого, получив от получателя 500 рублей за перевозку груза. При получении посылки мужчина был задержан сотрудниками полиции и привлечен к административной ответственности. А обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. В Якутске полицейские раскрыли романтичное преступление. Подозреваемый украл из цветочного магазина букет из 101 розы. В полицию обратилась работник этого магазина. По словам заявительницы, неизвестный похитил букет роз стоимостью 20 тысяч рублей. Вором оказался 23-летний безработный мужчина. Установлено, что он зашел в цветочный киоск под видом покупателя. Сначала мужчина попросил продавца составить букет из 101 белой и красной розы, а потом букет из лилий. Затем под предлогом того, что ему необходимо взять деньги из машины, злоумышленник вышел из торгового помещения с букетом роз. В это время продавец была занята составлением второго букета, но ни через 5 минут, ни через 10 молодой человек не вернулся. Тогда женщина поняла, что неизвестный похитил дорогостоящий букет и незамедлительно обратилась в полицию. В отделе полиции подозреваемый признался полицейским, что таким образом хотел помочь своему другу. Он пояснил, что похищенный букет отдал своему приятелю, чтобы тот в свою очередь подарил цветы своей жене. Тем не менее, лишение свободы до 4 лет грозит только вору.
Нередко дружеские посиделки в компании с бутылкой алкоголя оборачиваются уголовными делами. Так, мужчина в Якутске во время пьянки ударил знакомого кухонным ножом в живот. 44-летний пострадавший с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости поступил в больницу. В тот же день в Аймиконском районе 33-летний мужчина также использовал кухонный нож в качестве оружия, поранив им своего знакомого. Трагически завершилась встреча приятелей в Мегино-Кангаласском районе. 40-летний мужчина скончался в реанимации от проникающего ранения в живот от рук 47-летнего земляка. Установлено, что причиной конфликта явилась ссора, возникшая во время пьянки. В одном из хостелов Новой Москвы на людей напал мужчина с ножом, 2 погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, утром 22 октября в хостеле в Новой Москве обнаружены тела мужчины и женщины. У них были ножевые ранения. Кроме них пострадали 4 человека. Их госпитализировали в больницу. Столичный глав Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье «Убийство 2 и более лиц». Подозреваемый задержан, по словам постояльцев хостела. Там ранее уже происходили конфликты, но чтобы дошло до резни, такое впервые. Кроме того, в гостинице большая текучка постояльцев. Как сообщали СМИ, нападавшим мог быть наркоман, который потребовал от своих знакомых деньги в долг. После отказа он напал на людей. Сильные ливни привели к мощным наводнениям в городе Кастеллетто-Дорба на севере Италии. Бурлящие потоки воды увлекали с собой автомобили и нанесли горы ила и обломков. Подробности в следующем репортаже рассказывает Артем Сторонов. Горы грязи и ила, бревна, ветви и перевернутые автомобили. Такую картину увидели утром во вторник жители города Кастеллетто-Дорба на севере Италии, примерно в 100 километрах к юго-западу от Милана. Вечером в понедельник из-за сильных дождей река Рио-Альбара, обычно представляющая из себя тонкий ручей, превратилась в мощный бурлящий поток, вышла из берегов и затопила близлежащие улицы, снося все на своем пути. Из-за наводнений мэр города приказал эвакуировать около 50 человек. О погибших и пострадавших сообщений нет. Во вторник местные жители приступили к ликвидации последствий удара стихии. По данным итальянских изданий, в другой части региона Пьемонт плохая погода привела к гибели 1 человека. Как пишут журналисты, он не сумел выбраться из своего автомобиля, унесенного потоком воды. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Кристина, на этом у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо, Юрий. Маяк Рубер-Кнут в Дании мог либо рухнуть в море, либо погрузиться в зыбучие пески. Инженеры перевозили его по рельсам вглубь суши, где историческому сооружению не угрожает опасность. Сергей Берец с подробностями. Прожектор на маяке Рубер-Кнут в Дании впервые зажегся в декабре 1900 года. Погас в августе 1968-го. С тех пор каменное сооружение на побережье Северного моря превратилось просто в туристический объект. Ежегодно его посещают до 250 тысяч человек. Маяку угрожали море и кочующие дюны. Он мог либо рухнуть в воду, либо оказаться погребенным под толщей песка. Во вторник была проведена операция по перемещению башни весом 720 тонн вглубь суши. Маяк установили наподобие железнодорожной платформы и откатили по рельсам на 60 метров. Свидетелями инженерного трюка стали сотни людей. Если бы не вовремя принятые меры, маяк по расчетам ждала гибель в 2023 году. В Сингапуре накануне прошли испытания электрического аэротакси немецкой компании «Волокоптер». Одновременно с этим стартап из Мюнхена заявил, что смог разогнать прототип своей модели аэротакси до скорости более 100 км в час. Рассказывает Артем Сторонов. Электрическое аэротакси немецкой компании «Волокоптер» во вторник отправилось в тестовый полет над знаменитой сингапурской бухтой Марина-Бэй. Машиной управлял 1 человек. Сам полет длился около 2 минут. Сегодняшние испытания стали поистине важной вехой на пути к появлению городского воздушного транспорта. Со стороны это был просто короткий полет. В действительности же впервые национальные авиационные власти позволили совершить пилотируемый полет в такой культовой локации в самом сердце мегаполиса.
Руководство «Волокоптер» надеется, что их летающие такси начнут курсировать по Сингапуру уже в 2021 году, а затем их собираются внедрять и в других странах Азии. Тем временем в Мюнхене другой производитель аэротакси «Лилиум» заявил, что смог разогнать прототип своего транспортного средства до скорости свыше 100 км в час и теперь собирается расширить производственные мощности перед официальным запуском, запланированным на 2025 год. Представители компании говорят, что их машина с жесткими крыльями выгодно отличается от того же «Волокоптер», сделанного по модели беспилотника, поскольку сможет развивать гораздо более высокие скорости и передвигаться быстрее, чем автомобиль или даже вертолет. В будущем, говорят создатели, «Лилиум» сможет преодолевать за час примерно 300 километров и станет доступной и экологически чистой альтернативой другим видам городского транспорта. Пока что компания управляет машиной дистанционно, но уже скоро должны пройти тесты с пилотом на борту. Группа художников расписала глухие стены домов в центре Сан-Паулу в рамках проекта «Городской аквариум». Зрители окружают фантастические морские обитатели. Еще больше впечатлений можно получить благодаря технологиям дополненной реальности. Волшебная сила искусства преобразила унылые бетонные коробки в Сан-Паулу. Художники-монументалисты покрыли стены зданий гигантскими граффити с изображениями глубоководной фауны. Проект получил название «Городской аквариум». О нем рассказывает один из авторов, уличный живописец Филипп Юнг с творческим псевдонимом «Флип». Мы намерены сделать городской аквариум самым большим произведением уличного искусства в мире. Перед вами 15 примыкающих друг к другу зданий. Общая площадь живописной поверхности более 10 тысяч квадратных метров. Флип занимается настенными росписями более 20 лет в Бразилии и за ее пределами. Вместе с коллегами он собирается превзойти достижения соотечественника Эдуарду Кобры, чей мурал «Этносы» для Олимпиады 2016 года в Рио площадью 3000 квадратных метров попал в Книгу рекордов Гиннесса. Грандиозные масштабы проекта подчеркивают важность сохранения океанской стихии и ее обитателей. Подводный мир Флипа и его товарищей в завершенном виде украсит стены домов Сан-Паулу в 2020-м. Сейчас представить себе, как будет выглядеть эта часть города, можно благодаря лазерной проекции в темное время суток или с помощью технологии дополненной реальности днем. Это были мировые новости на Якутии-24. Перейдем к новостям спорта. Якутянин Владимир Пермяков – чемпион международного турнира по джиу-джитсу в Корее. Это очередной успех якутских джитсеров на международной арене. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Мы продолжаем. Испанский «Атлетико» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов со счетом 1-0 в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч на 78-й минуте забил нападающий Альваро Мората, заменивший на 70-й минуте полузащитника Коки. Нападающий является воспитанником «Реала». «Атлетико» занимает первое место в группе «Д», набрав 7 очков после 3 матчей. «Байер» занимает последнюю, 4-ю строчку, не сумев набрать ни одного очка. Впервые с сезона 2007-2008 немецкая команда проиграла 3 стартовых матча групповой стадии Лиги чемпионов. В следующем матче 6 ноября «Атлетико» проведет матч против «Байера» в гостях. СКА потерпел 4-е поражение подряд в континентальной хоккейной лиге. Нижнекамский «Нефтехимик» по буллитам обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 3-2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. СКА потерпел 4-е поражение подряд впервые с сезона 2016-2017. Команда занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 25 очков в 22 матчах. «Нефтехимик» продлил серию побед по 4 матчам. Команда идет на 8-й строчке в Восточной конференции, имея в активе 21 очко после 22 матчей. В следующем матче СКА на выезде сыграет против Ярославского «Локомотива» 26 ноября. «Нефтехимик» в гостях встретится с Череповецкой «Северсталью» 24 октября.
Бывший игрок Североамериканской национальной футбольной лиги американец Грег Харди, который дебютировал в смешанных единоборствах в прошлом году, станет новым соперником россиянина Александра Волкова на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Москве. Во вторник стало известно, что соперник 30-летнего Волкова по главному бою на турнире UFC в Москве, бразилец Жуниор Дос Сантос, снялся из-за проблем со здоровьем. Поединок должен был возглавить бойцовский вечер 9 ноября. Во вторник в команде Волкова сообщили ТАСС, что предполагаемым соперником россиянина может стать американец Дерек Льюис. Отмечается, что такое решение было принято после того, как агент Харди попросил организаторов провести поединок против россиянина. На счету Волкова 37 боев в смешанных единоборствах. Он одержал 30 побед, из них 20 нокаутом и потерпел 7 поражений. 31-летний Харди провел 7 боев в смешанных единоборствах, одержав 5 побед и потерпев 1 поражение. Еще один поединок был признан несостоявшимся. Футболисты московского «Локомотива» со счетом 1-2 уступили итальянскому «Ювентусу» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. В составе «Локомотива» гол забил Алексей Миранчук. У «Ювентуса» отличился дублем Пауло Дибала. Болельщики «Локомотива» совершили самый массовый выезд на матч Еврокубка в истории клуба. Железнодорожников в Турине поддерживали более 1500 человек. Всего на стадионе присутствовали более 38 тысяч зрителей. Российские клубы ни разу не побеждали в очных матчах против «Ювентуса». «Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице группы «Д», набрав 3 очка после 3 матчей. «Ювентус» идет первым, имея в активе 7 очков. В следующем туре «Локомотив» проведет матч против «Ювентуса» на своем поле. Встреча состоится 6 ноября. Рой Джонс-младший и Бернард Хопкинс смогут провести боксерский поединок в Москве. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что бой должен пройти в 2020 году. Общий счет по поединкам 1-1. Реванш пройдет по инициативе Хопкинса. Также он отметил, что ни разу не был в Москве, поэтому Бернард хочет, чтобы бой состоялся непременно там. Рой Джонс-младший поддержал такую идею. Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в прошлом году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед, из них 47 нокаутов и 9 поражений. Хопкинсу 54 года, завершил спортивную карьеру в 2016 году. Он был чемпионом мира в 2 весовых категориях. В его активе 55 побед, из них 32 нокаута, 8 поражений и 2 ничьи. Боксеры провели между собой 2 поединка. В 1993 году Джонс победил единогласным решением судей. В 2010 году Хопкинс взял реванш также единогласным решением судей. И, как отметили собеседники агентства, это будет очень интересный бой. Огонь, золотая медаль и Марианна. В Париже представили логотип Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, рассказывает Артем Сторонов. Логотип Олимпийских и Паралимпийских летних игр 2024 года был представлен в понедельник на церемонии в Париже. По словам организаторов, они постарались объединить в нем 3 изображения – золотую медаль, пламя и Марианну – символ французской революции. Мы хотели, чтобы впервые в истории логотип для Олимпиады и Паралимпиады был один и тот же. Для нас это очень важно. Это историческое событие – заявить, что у нас одинаковые амбиции на оба этих мероприятия, что мы ставим олимпийских и паралимпийских атлетов на один уровень и одинаково празднуем эти игры. Такого в истории еще не было. Это не единственное нововведение, придуманное авторами французской заявки. Именно они добились того, чтобы в программу Олимпийских игр были включены серфинг, скейтбординг, спортивное скалолазание и брейкданс. Они будут представлены уже на играх в Токио в 2020 году. Париж же будет принимать состязания в 3-й раз, причем спустя ровно 100 лет после предыдущей Олимпиады во французской столице. До сих пор турнир трижды проходил лишь в Лондоне.
Чтобы делать добро, многого не нужно. Главное – желание. Это своим примером доказал один из работников предприятия тепловодоснабжения. Андрей Переселенцев работает слесарем. В свободное от работы время решил посвятить помощи нуждающимся. Благие намерения не остались незамеченными. Андрея отметили в ежегодной премии профсоюза «Профалмаз» «Достижение года». Виктория Бреус расскажет более подробно. Андрей Переселенцев готовит запасные части для очередного ремонта. На предприятии тепловодоснабжения он занимается устранением аварийных ситуаций на теплосетях. Работа нелегкая, но даже в свободное время отдыхать ему некогда. Вторым делом для себя он выбрал бескорыстную помощь нуждающимся, ветеранам, сиротам, зоозащитным организациям. Также он волонтер и постоянный участник субботников. Благодаря своей активной жизненной позиции по итогам 2018-го Андрей победил в номинации «Рука добра» ежегодной премии профсоюза «Профалмаз» «Достижение года». Помогаю людям с 2013 года. У меня была жизненная ситуация, которая научила поддерживать людей, помогать тем, кто нуждается. Очень много позитивных людей после того, как они становятся позитивными людьми, после того, как им придет просто помочь. Вот, был случай у меня прошлой зимой, вот как раз это было на акцию «Благотворю». Со мной связалась Злата Курбанова и попросила о помощи, смогу ли я помочь. Я, конечно, смог помочь ей, точнее не Злате, а бабушке, которая попросила Алевтина там. Потом она звонила, просила меня поощрить чем-то, либо я говорю, и мне Злата это все пересылала потом. Я говорю, нет, я же не ради каких-то поощрений все делаю. Я ради того, чтобы людям было комфортно жилось. Все это отметили в профсоюзе «Профалмаз». Андрей получил диплом победителя премии «Достижение года» и приз в 50 тысяч рублей. Победитель в номинации «Рука добра» Андрей Переселенцев, предприятие тепловодоснабжения. На что потратить выигрыш, долго не думал. Перевел средства в благотворительные фонды. Я не подавал, на самом деле, заявку сам лично. За меня ее подали ребята с конторы. То есть Мутовкин Володя меня спросил: ты будешь подаваться? Я говорю, я не хочу. Андрей возглавляет совет молодых специалистов на своем предприятии. Предыдущий председатель отмечает, на Андрея всегда можно положиться. Всегда показывался как активный член молодых специалистов, участвовал во всех мероприятиях, не только ПТВС и АКАЛ РОСа, но также в городских. Во многих волонтерских программах тоже участвует. Вообще активный парень, довольно-таки с активной жизненной позицией. Своим примером Андрей Переселенцев доказал, чтобы делать добро, не требуется много времени или денег. Главное – искреннее желание. Виктория Бреус, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Красота спасет мир, а красоту создают ювелиры. Сегодня, 23 октября, празднуют свой профессиональный праздник якутские ювелиры и работники алмазогранильной отрасли. Праздник учредили в Якутии в 2009 году. Самые уникальные и ценные изделия представлены на выставке в сокровищнице Якутии. Сейчас там работает моя коллега Саргалана Захарова. Саргалана, передаю тебе слово. Кристина, приветствую тебя еще раз. И теперь уже из зала сокровищницы Якутии. Здесь представлены самые уникальные изделия наших ювелиров. И прямо сейчас хочу обратить внимание на центр зала. Здесь встречают каждого гостя вот такой вот костюм. Называется он «Небесная невеста». Это совместная работа известного дизайнера Августины Филипповой и ювелиров фирмы Керге. Здесь использовали для создания такой красоты больше 9 килограммов серебра. История костюма такова, что по легенде небесная невеста была дочерью главного божества якутов Урюнгартайон и спустилась на землю, где влюбилась в смертного. Когда вернулась на небеса, ее мама отрезала ей крылья и отправила обратно на землю. И в знак этого теперь у якутов плечи, вот такие вот белые плечи, сделанные из меха, они как будто обрезанные, а на спине в память о том, что она была дочкой божества, все-таки остались крылья. Немножко вниз попрошу направить камеру, и здесь мы видим такие слои, сделанные тоже из меха.
9 слоев, они символизируют небеса, на которых живут якутские божества. Пойдемте дальше. Здесь у нас на витринах представлены больше 100 изделий 10 якутских ювелиров. И мы подходим к одной из таких интересных витрин. Витрина мастера-ювелира Таи Батюшкина. О ней сейчас нам расскажет чуть поподробнее Оксана Белоцерковская. Здравствуйте, Оксана. Расскажите, пожалуйста, что за изделия, из чего они сделаны, и, ну, и о самом ювелире, конечно. Здравствуйте. С 15 октября у нас работает выставка, которая называется «Ведущие ювелиры Якутии». И то есть уже 1,5 недели мы показываем изделия. И как экскурсовод я не могу не отметить изделия Татьяны Батюшкиной, потому что витрина с ее работами стала настоящим магнитом для наших посетителей. Изделия очень интересные, самобытные. Хочется разглядывать, раскрывать тайну, потому что каждое изделие имеет свой сакральный смысл. И не зря Татьяна Батюшкина в 2017 году стала лучшим ювелиром Сибири. Ее кулон из рождения, где использовано около 300 бриллиантов и необработанный алмаз, завоевала гран-при конкурса. А сколько сейчас вот ее изделий представлено здесь на выставке? Представлено около 10 изделий. Очень интересное изделие, самобытные. Она мастерски использует драгоценные металлы и натуральные камни. Вот обратите внимание, здесь есть изделия и с лазуритом, агатом, кварцем. Очень интересное изделие. То есть Татьяна Батюшкина стала уже настоящим брендом, ее имя стало брендом качества. А насколько я знаю, сокровищница Якутии, она уже не в первый раз представляет свои изделия. И будем надеяться, что мы еще не раз увидим ее новые творения. Благодарю вас, Оксана. И мы пойдем дальше и подходим уже к витрине нашей якутской компании ЭПЛ и к ювелиру, автору вот таких вот красивых сережек, кольца и, насколько я вижу, кулона. Борис Заборный, ювелир компании ЭПЛ. Ну, расскажите, пожалуйста, о своих изделиях. Сколько времени ушло на то, чтобы создать вот такую вот красоту? Ну, допустим, серьги под названием «Сердце» изготавливались в районе месяца. Ну, задумка была такая, чтобы из обычных сережек сделать пусеты и как бы вот гранаты, бриллианты. Ну, смысл такой, что большое сердце имеет форму в виде шкатулки, оттуда можно достать и одеть отдельно пусеты. Ну, как бы 2 в 1. Давайте поближе покажем вот такие прекрасные серьги. Из каких камней они сделаны? Гранаты и бриллианты. Ага. А какова каратность? Вот этого я точно не помню, не могу сказать. А сколько времени ушло для того, чтобы сделать эти изделия? Ну, в течение месяца делалось это изделие. Ну, совместно с дизайнером и моими руками, скажем так. А насколько сложна вообще работа ювелира для того, чтобы, ну вот когда вы работаете совместно с дизайнером, чтобы воплотить в реальность всю задумку и не упустить ни одной детали, которую задумал дизайнер? Ну, это все зависит, естественно, от сложности, и приходится переделывать, перетачивать, переполировать и все остальное. А тут еще есть интересное такое изделие, это кулон, я вижу в нем внутри него видны неограненные алмазы. Можете, пожалуйста, чуть поподробнее о нем рассказать? Это изделие, задумка такая, что ну, название изделия «Дерево жизни». Как бы все происходит в движении, и все алмазы и эти НТО бриллианты, они не закреплены, они находятся как бы между 2 стекол, сапфировых стекол. Ну, как принцип песочницы, пересыпаются. Ну, а вот кольцо, насколько я знаю, здесь какая-то особенная технология применяется. Это изделие, задумка и запатентована Никифоровым Анатолием Лукичем. И бриллиант находится, центральный бриллиант находится на пружинной подвеске. Он, ну, это самое сложное, могу сказать, изделие из этих. Долгая работа была с дизайнером. Мы совместно это все воплощали в жизнь, ну, воплотили.
А в чем была сложность? В чем заключалась сложность? Сложность была, как посадить бриллиант, чтобы он всегда находился в движении. Ну, на данный момент он не двигается, а когда на руке, он будет постоянно в движении, вплоть до ударов сердца. Он при каждом этом даже шатается камень. Не шатается, а находится в таком положении. Очень интересная работа. А какими качествами должен обладать ювелир? Что важно для него, чтобы стать ценным мастером? Ну, это большой комплекс нужен, наверное, качеств. Усидчивость прежде всего, талант, естественно, без этого никуда не деться, художественный талант, голова и руки. Сколько нужно учиться для того, чтобы достичь, скажем, совершенства? Вся жизнь ювелира – это учеба, могу так сказать. Вся жизнь ювелира, его работа – это учеба. Где бы он ни работал, в какой организации, сам, не сам, ну, везде где-то чему-то учишься. А как-то поменялось ваше отношение к драгоценным камням, драгоценностям после того, как вы начали производить уже это в таких больших масштабах? Ну, у меня всегда было отношение к драгоценностям. У меня-то уже сколько, 25 лет стажа. Я всегда работал и с золотом, и с бриллиантами. И, но все-таки бывает то, что это работа, и интерес немножко теряется, или у вас все равно вот остается восхищение вот этим вот блеском? Есть изделия, которые приносят огромное удовольствие, когда ты их заканчиваешь, и как-то так. Ну, по-другому. Есть много изделий, когда делаешь, скажем так, они не на потоке, а обыденно. Ну, естественно, интерес немножко пропадает, а когда большие изделия делаешь, чего-то стоящее, тогда большой эмоциональный подъем. Хорошо, спасибо вам большое, Борис. Я отмечу, что здесь на выставке представлены не только знаменитые бриллианты, сапфиры, которыми славится наша республика, но и изделия, совмещенные с тканями, с кожей, с бивнями мамонта. И всем этим можно прийти, насладиться на выставке «Сокровищницы Якутии» до конца этого месяца, до 31 октября. Кристина, у меня пока на этом все. Саргалана, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Саргалана Захарова. А вот другие алмазы Якутии, медведи Мирнинского заповедника, из-за продолжительной осени не спешат уходить в зимнюю спячку. Подробнее об актуальных новостях природного парка «Живые алмазы Якутии» и его обитатели расскажет Марферина Алексеева. Природный парк «Живые алмазы Якутии» – гордость и любимое место отдыха жителей Мирнинского района. Парк основан в 2009 году в целях сохранения природной среды обитания животных и растений на территории промышленного города. Это живописное место, охватывающее более 32 тысяч гектар смешанных лесов с общей протяженностью 90 километров. На данный момент в парке содержится 7 видов животных. Ну, где-то 16 копытных, крупные. 4 хищника, павлин, естественно, штук 20, около 40 голубей содерживаем и около 30 кроликов. Ну, вот так, визуально. Перед вами главный любимец всех посетителей – медведь Леха. Его привезли сюда еще в 2009 году совсем младенцем. Следом привезли медведя Умку. Он немного помоложе, но они оба вместе с Ленского района. Сегодня нам посчастливилось увидеть последний день приема гостей, так как с завтрашнего дня медведи уже уходят в зимнюю спячку. И спать они будут так до марта. Место для зимней спячки медведи готовят самостоятельно. Для этого работники приносят свежее сено. Ежегодно они, вот сколько надо, мы кидаем, они сами себе затаскивают туда. И потом заходят, потом снутри, вон там вторая дверь, они в эту половинку переходят. И еще заталкивают, закрывается.
Из хищников, помимо медведей, в парке содержатся 2 самки рыси. Одну самку планируют отправить в зоопарк Ортодайду для оплодотворения. Самый многочисленный вид парка – копытные. Это лось, изюбры, яки, бизоны, якутские лошади и пятнистые олени. Также в отдельном отопляемом доме зимуют павлины и голуби. И, пожалуй, самые многочисленные обитатели парка – это кролики. Они здесь в буквальном смысле на каждом шагу. Но это наша радость, радует нас. Что они как при возможности всегда приезжают. Ну, год 2-3 раза бывает, когда дети приезжают, и потом вот сегодня освободились, работа осенняя кончилась. Тихо. Они вас прям как будто знают. Все не и все. Ну как же, покормили-то не вот и все. О, хороший. Еще совсем недавно горожане и сотрудники парка были обеспокоены вопросом о возможном переносе заповедника. Дело в том, что геологи обнаружили на территории парка богатые залежи нефти. Сразу несколько нефтяных компаний проявили интерес к данному месторождению. Остро стоял такой вопрос. Но сейчас вот РНГ, пока республика, наше министерство отказалось, и пока мы на месте остались. Но пока все спокойно, дальнейшая судьба я предсказывать не могу, что там решат. Шибко много нефти, родине нефть, говорят, нужно. Тут под нами именно откуда собралось, очень много говорят. Ежегодно акционерная компания «Алроса» выделяет 4 миллиона рублей на содержание обитателей парка. В текущем году компания снова заключила договор о финансовой поддержке с Министерством экологии Якутии. С каждым годом численность животных в парке увеличивается, а возможность окунуться в удивительный мир животных в удаленности от городской суеты посетителям предоставляется круглый год. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдании минус 4 градуса, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В Ленске минус 5 градусов, ветер 1 метр в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты минус 4, ветер дует 1 метр в секунду. А за окнами жителей Нерингри столбик термометра остановился на отметке минус 3. Давление 692 миллиметра ртутного столба. В Якутске прямо сейчас минус 4 градуса, ветер 3 метра в секунду. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и не переключайтесь.